рассуждать это немножко не моя площадка, не моя тема. Если ты хочешь поспорить о религиозных вещах, тебе нужно, наверное, идти на религиозные площадки. Но просто так для размышления я скажу даже тот хадис про хатыба, который вы используете как оправдание вообще всего, что угодно, но вы же не можете отрицать, что даже в этом хадисе Омар-то прямым текстом выносит такфир. И да, пророк ﷺ потом оправдывает хатыба, но он никак не порицает же Омара за вынесенный такфир. То есть, чего еще, что еще нужно тебе для того, чтобы понять, что это узаконенное действие? Ну так в целом мне на эту тему как бы спорить неинтересно. Если ты поймал такие убеждения, ну что поделаешь, мы тебе тут не поможем. Чтобы изменить твои знания об этом или разъяснить тебе какой-то момент. Здесь нет такого уровня подготовки в этом вопросе. Тебе надо найти другую площадку для этого. Второй этап соглашений в Палестине, что Хамас должен полностью разоружиться. Означает ли это, что война проиграна палестинцами, как думаешь? Так, я вообще не готов пока делать выводы о том, кто там как проиграл. Но я склонен считать, что вот это заключение э, мира по инициативе Трампа, это было вынужденным спасением израильской репутации, потому что она просто рухнула. Последние недели у них прям очень серьезные начались проблемы. То выступление Нетаньяху на Генассамблее, выход там практически всех звезд голливудских против Израиля. То есть то, что было нажито непосильным трудом на протяжении там, десятилетий, это просто все рухнуло. Поэтому я думаю, это уже была такая вынужденная мера, как и с Ираном. С Ираном тоже, когда уже ракеты начали прилетать в Тель-Авив, и чем дальше заходила эта война, тем мощнее и точнее били иранские ракеты, и там тоже пришлось быстро эту войну заканчивать. И мне кажется, что здесь тоже это скорее была вынужденность Израиля. Но в целом это, конечно, хорошо, что у них война прекратилась. Всем салам алейкум. Валейкум ассалам. У меня вопрос к братьям-мусульманам и чеченцам. Думаю, вы это уже тут не раз обсуждали, но все же хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Бхармата. Как думаете, что вы можете сказать про этого человека, про его деятельность? И вообще, как думаете, какая цель у него? Очень, очень обобщенный вопрос. Я думаю, у мусульман не может быть каких-то двух мнений на эту тему. И мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы здесь обсуждать этого человека и людей с подобными взглядами, подобной деятельностью. Понял. Предать забвению шайтана. Миллиарды долларов ежегодно. Особый статус. Абсолютная лояльность. Чечня получает больше внимания, чем регионы втрое крупнее. Официальная версия говорит об одном, но есть причина. И трахать других уже. Это ислам, что ли? Какому исламу призови, что вы там несете? Обычный любой завоевательский вариант, любой. Кто подались. Кстати, ЧБД сейчас прикольный выпуск с Авраамом Руссо.
жестко его там троллят, короче. Не знаю, как они додумались именно его выбрать в качестве гостя. Но Мне интересно их мнение. Я просто у них в канале не хочу там вообще говорить даже. Но вот они хотят убрать ислам полностью с Чечни и оставить чеченские адаты. Но мы просто знаем по всем примерам у всех этих странах, что такого не бывает, что религия какая бы, все равно будет. То есть такого, как в Советском Союзе, без религиозного не будет в любом случае. Но, скажем, они убрали ислам, что дальше? Это же чем-то будет заменено. На это какие у них интересные взгляды? да это просто 2,5 человека там, или 1,5 человека, которые э, от своей никчемности вот это сидят, болтают. То, я думаю, тут не надо даже внимания обращать и как-то серьезно воспринимать такое. Как может 99% чеченцев мусульмане. Сейчас из-за каких-то полоумных там, э, каких-то нездоровых людей сейчас вообще всерьез о таких вещах говорить, это, я считаю, это слишком. Не, ну это да, понятно. Я просто гипотетически, вот, скажем, убрали они ислам, примерно, Я думаю, скажем. даже не Что надо в дальше? эти Все равно рассуждения какая-то религия же вдаваться. будет. Это то, что они, это то, что они хотят, знаешь, дать вот эту вот пищу к размышлению подобного рода, чтобы посеять сомнения у людей, найти своих там каких-то собратьев, каких-то закомплексованных. Если даже просто полностью в ноль уйти до традиций, как говоришь, то все равно большинство людей, исповедующих ислам и согласно этим же традициям, ты не можешь задевать честь этих людей, их святыней там и так далее, и как-то вот это заниматься вот этой бурей в стакане и создавать конфликты на ровном месте, согласно традициям, ты не имеешь права, ты не можешь этого делать. Вот. Это, люди, которые говорят о традициях, и на самом деле им плевать глубоко на эти традиции, сами по ним не живут, не руководствуются. Просто вводят в заблуждение со всех сторон, со всех углов. Ну, я думаю, у тех людей, у которых сильные убеждения, конечно, им ничего не удастся, никого перевести никуда. Все равно они как бы присутствуют, и, не знаю, ислам убрали, что потом, католицизм придет или что, протестанство. Они же там говорят, что с христианством у нас проблем нету, потому что они прогрессировали. То есть, я, насколько понимаю, они хотят такую версию ислама, которая вообще, как, ну, как христианство сегодня. А здесь тоже полно людей, которые носят крестик на, на себе, типа мы христиане, а делают все грехи, которые вообще возможны. То есть они такую версию хотят, мне кажется. Все, что они хотят, это спокойно оскорблять ислам, пророка, Аллаха и так далее. И чтобы им за это ничего не было. Это все, что они хотят. У них нет какой-то модели, каких-то мыслей там разумных. Ты просто зайди, посиди там хотя бы час. Кроме оскорбления, издевательства над религией, ты ничего не услышишь. Там. Максимально несерьезные, закомплексованные, какие-то слюнтяи. Да не, я там бывал, да, я понимаю, я знаю, что они там говорят, это вообще жесть, конечно. И что интересно, вот камень преткновения для них, вот как, как в английском языке говорят, их go-to аргумент, это вот эта вот 9-летняя жена пророка. Это, и, кстати, вот
у ярых христиан, которые здесь в Америке живут и которые ярые антиисламисты, это у них тоже вот первый, вот это номер один их. Как только ты начинаешь про ислам говорить, и у них сразу, а вот как насчет вот этого, как это так вообще возможно? То есть они на той же волне. А, И он там говорил, вот посмотри комментарии, нас все благодарят за наш антиисламизм. И говорит, вот люди с Армении. Хотя армяне это тоже ярые антиисламисты. Еще те, Ну, русские их поддержат вообще с радостью. Поддерживают. Что теперь? Будут русифицироваться. Это им лучше. но мне кажется, в итоге так и будет, потому что людям какой-то моральный кодекс же нужен в любом случае. То есть, если ты уберешь ислам, есть моральный кодекс в христианстве, да, там вот 10 заповедей. Вот даже я тоже знаю здесь людей, которые в Америке живут, они говорят, мы не христиане, мы типа не верим в Библию, все такое, но мы живем по 10 заповедям, потому что нужен моральный кодекс. То есть, знаешь, такое вот есть, как говорится, святое место пусто не бывает. То есть, ну хорошо, ислам ты убрал, а все равно какой-то моральный кодекс же должен быть. Они говорят, это будут наши нохчел адаты. Но я так не думаю, что так это будет. Все равно это пустое место что-то займет. Но я думаю, они не против были бы, если это православие заняло. Так согласно Нохчела, ты не можешь честь другого чеченца задевать. То есть ты, по сути, из-за того, что ты веришь в Аллаха, твою честь они дозволяют, твою честь они делают дозволенной на то, чтобы издеваться над тобой, смеяться. Разве это хоть как-то соответствует Нохчела, чтобы другого чеченца задевать за его, так сказать, убеждения? То есть, я же говорю, это люди, противоречащие себе на ровном месте сразу же. Там далеко ходить не надо. Просто больные люди, которые недостойны внимания даже. Их и вообще не надо обращать внимание. Аргументы построены на противоречии, Вая. Насчет вероотступничества. У тебя есть какие-то, типа, какие-то лекала, типа, вот в каком случае мусульманин в данном случае в противостоянии с неверующими становится именно муртадом, что означает переход на сторону врага и так далее. Какие рамки там, типа инфоповестка, там, то, что ты льешь воду на их мельницу там и так далее, входит, не входит. То есть объясни свои убеждения в этом вопросе. То есть где мы, допустим, вот российский флаг, там разговоры, типа вот, ну, в пользу врага и так далее. Где вот эта грань человека можно считать вышедшим именно из религии, либо нет. Вопрос это все-таки индивидуального изучения каждого момента. Ну, это Если понятно. кто-то, допустим, поднимает флаг или что-то делает, даже непосредственно там своей сражается, например, у конкретного чувака может быть оправдание. Как в случае с Хатыбом, да? Хадис. Да будет доволен Аллах. Хатыба пророк саллаллаху оправдал. Но это ведь индивидуальный случай. В своей основе мы понимаем, что, допустим, сражение на стороне врага, вот
в плане, допустим, на Чечне возьмем, сражения в рядах российских войск против нашей армии, чеченской армии, в своей основе это является куфром. Но при этом, допустим, кто-то конкретно может быть оправдан. Скажем, он попал в плен, допустим, и для того, чтобы их обмануть, сделать вид, что он там действительно с ними заключил сделку, он взял удостоверение там, с оружием в руках куда-то, пришел, но при этом у него намерение оттуда соскочить. Допустим, вот конкретно вот этот тип может быть оправдан. Или кого-то там заложники взяли, семью, например, и таким вот путем он оказался в этой армии. Опять-таки, конкретно этот человек может быть оправдан. Вот. Но что в своей основе это причина для того, чтобы человека по нему сделать вывод, здесь нет никаких сомнений. Но что касается, допустим, от других каких-то тем, когда он не сражается, он, допустим, ясно не показал, что он там на их стороне, но при этом он, например, где-то поднял флаг, и, или, допустим, даже, хотя поднятие флага, это, наверное, более ясная тема, но, например, бывают такие, что у него где-то на одежде, допустим, надпись «Россия» появилась. Вот можем ли мы по этому поводу сразу сделать такой вывод? Нет, здесь, конечно, все гораздо уже становится сложнее. Или, допустим, давай представим, что вот в Чечне проходит какой-то митинг в поддержку какой-то там инициативы. И на этом митинге там есть российские флаги, и вот там присутствуют люди. Вот теперь можем ли мы по ним сразу же сделать вот это вот определение? Ну нет, конечно. Здесь уже все как бы очень сильно размыты вот эти границы. Поэтому здесь нужно там, каждый индивидуальный момент смотреть. Скажу небольшое дополнение. Потому что суть не во флаге неверующих, а во флаге неверующих, которые уничтожают твой народ, который в основе является мусульманами. Я не услышал, если что, если это был вопрос, то повтори первым. Я говорю, ситуация усугубляется тем, что это не просто флаг там какой-нибудь Аргентины там или там, не знаю, Австралии. Это флаг страны, народа, который уничтожает твой народ. Речь идет именно за индивидуальные моменты, не про митинги, там еще что-то, где людей там заставляют выйти что-то ходить. Ну и плюс оправдан, может быть, человек оправдан своим невежеством, еще чем-то. Про какое оправдание мы говорим? В смысле, в ахера или в этой жизни? Меня слышно вообще? Если это был вопрос, опять-таки, я не слышу, Бергман, ты очень тихо говоришь. Да вроде нормально говорю. Что-то со связью, наверное. Бергман, используй свой командный голос. Все понял. Включаем командный голос. Да. Прием, слышно? Да, слышно. Я говорю, оправдание, ты говоришь вот про оправдание, это имеется в виду после смерти, там, там, судный день там, и так далее, там, либо же в целом при жизни человека, к примеру, там, не знаю, на суд пришел, там, или в целом хукм какой-то, если, допустим, там, какой-то знающий человек там, выносит. Я сейчас индивидуально имею в виду, не про митинги, там, еще что-то. Нет, я вообще не про судный день говорю. Я говорю про нашу оценку человека.
в зависимости от того, какие там индивидуальные водные, от этого будет наше а, понимание этого. То есть мы оправдаем его или нет. Ну, как можем мы оправдать? Какие есть для этого там, пункты? Ну, я понял, там, например, ты сказал, типа, заставили или как там было? Или там, чтобы спастись, там, попал в плен, там, и так далее. Если всего этого нет. Ну, о ком мы с тобой говорим? Ну, Мы вот ты говорим о сейчас том, кто сидишь, в вот, армии. допустим, вот взять того же Чимаева, жил в Швеции, да, как бы, вроде ничего не предвещало, да, как бы, в тот раз, там, россиянин, там, короче, примерно такие моменты. Ну вот по Чимаеву, допустим, будет одна, ну его там вряд ли мы можем оправдать. Но, допустим, человека, который оказался на каком-нибудь митинге в Чечне, Не-не, речь не про митинги вообще. Понятно, там на митингах заставляют, там толпа и так далее. Я говорю чисто вот отдельно человек, который э, может этого избежать, но он добровольно это делает. Вот. Он не в плену, не, ну там, по таким не людям в тюрьме, особо, не задержан. по таким людям, кто добровольно как бы, пошел, здесь у меня вообще нет как бы, проблем. Но мы просто начали с того, что вот где-то там флаг, с таких моментов. И для меня это, то есть где-то, что какой-то флаг на фоне него человек появился. То есть это для меня не будет сразу же а, причиной, чтобы его куда-то определять. Например, Нет, тот же митинг, вот ты сказал, заставили, допустим, но там не обязательно заставили. Там человек может просто как бы из каких-то других соображений там оказаться, как, например, я немало братьев знал, которые оказались вместе с Кадыровым на митинге «Мы любим пророка» в 2014 году. да, я так и думал, что ты про это скажешь. Вот, Ну, допустим, как это теперь, вот, вот что, как их определить? нет, это речь вообще не о таком. Там даже, я бы сказал, речь даже не о таких людях, которые там, например, в сборной России по борьбе оказались и там как бы вынуждены в этой форме быть. Тут как бы речь не о таких людях, а то, что вот человек свободно, отдельно, короче, существует, и тут раз он там типа с российским флагом, там что-то, короче, затирает, там, вводит в заблуждение, якобы, типа, что вы там ерундой занимаетесь, вот мы россияне, там, мы вместе и прочие прелести либерализма. Кстати, Тумсо, ты говорил по поводу того, что Путин извинился перед Алиевым. Мы в целом тему, по-моему, это не обсуждали. Но вообще, да, я видел эту тему. Ну и как ты оценишь вес Алиева? Слушай, то, что эти два диктатора договорятся, я в этом вообще никогда не сомневался. И было понятно, что это рано или поздно к этому придет. Поэтому меня ничего в этом не удивило. Не, ну договориться как бы это одно, но тут как бы выглядит, знаешь, так как бы, что Алиев проявил некий принцип свой, и перед ним прям извинились, не просто там типа замяли ситуацию. Ну явно, Ну, можно, наверное, и так тоже это интерпретировать. просто я думаю, это такой яркий пример, когда человек, точнее человек, правитель, да, он собирает некие очки. Основа это, конечно, Карабах, то, что он вернул Карабах. То есть это
огромный откат оппозиции. По сути, она уже как будто морального права не имеет рот открыть вообще в этой стране. Вот. То есть это пример того, что как вот эти дуневские вопросы, так сказать, мирские вопросы, а, как они могут затыкать рот простому народу, и как на этом могут играть. Да. И как вот на этом фоне может уйти в небытие вообще как бы проблемы и страдания какой-то части народа. Arkadaşım öyle bir yakma şu YouTube bağlı şu tane. İşte YouTube hayalse video прогрузится yoksa sağ video. Или это только у меня так? Работает. Это только у тебя, походу. Это не Нет, еще. Сейчас YouTube не YouTube работает. картинки он показывает видео, но не проигрывает их. Вот, хотя говорит, что видео. Я надеюсь, нажав на какое-то видео в Ютубе, я не закажу случайно 7 айфонов на дом. По скидке проигрывает. Это новый схем придумал, ничего лучше нарбоя. Новая схема. Короче, YouTube ты подорожники ловятся в Хардасману. Надо подорожник, походу, предложить. Не, нормально, видео воспроизводится. А, ну, сейчас, вот что целый выпьем, тут и серьезно. Да, это так и подумал сразу. ما قالوا يجي بيشتغل هو. السلام عليكم ورحمة الله. Валикум салам, салам. Не, ну осадочек что-то остался все-таки. Какой-то закидон с Ютубом был. Кстати, знаете, он был прав. Действительно, видео лагает, не воспроизводится. То есть воспроизводится, выключается. И вот так постоянно. Походу, YouTube лег на ночь. Да, реально баг до меня тоже сейчас дошел. Так, я немножко отлучался. Смотрел подкаст с Павлом Дуровым и что узнал нового про телегу? Нет, я не смотрел подкаст с Павлом Дуровым и ничего нового. Ну, поэтому, наверное, и не узнал про телегу. На саммите в Египте Трамп похлопал Алиеву по спине и сказал: «Вы не хотите враждовать с этим парнем». С каким парнем? Короче, не понял я. Не знаю, не видел я этого момента. Так, остальные вопросы тут по поводу этих флагов и так далее. Это, я думаю, мы тему уже проехали, закрыли, поэтому мы не будем это все зачитывать. Томсо, у меня один вопрос. Ты, ты на какой-то вопрос отвечая сказал, что в религиозных вопросах ты никогда не менял мнение. Понимаю, был ответ это по контексту, но в целом в вопросах там айбады ни в каких, где есть разногласия, ты ни один момент не менял мнение свое. Не, конечно, менял, бывало что-то. По мере того, что я узнавал, допустим, что какое-то мнение сильнее, считал его сильнее, я мог там поменять мнение. Просто то, что я говорил, тогда было в контексте, там имелось в виду убеждения какие-то религиозные, ну, в том числе и религиозные, не только, но как-то связанные с религией или же религиозные, что
с момента начала моей деятельности. То есть это не вопрос айбады там, и прочее, а именно то, что касалось деятельности. Но я не припоминаю, что у меня какие-то изменения произошли. Но я, может быть, что-то забыл. Мне можно просто указать на это, допустим. Я скажу, да, действительно, оказывается, вот в таком вопросе поменял. Не, я-то понял именно, как ты это имел в виду. Просто сам вопрос можно было понять и так, что уточняющий был, что именно вопрос айбады так же, что ли? Потому что я не помню, чтоб ты никогда говорил, ну, это ж Не, конечно, Саньки, вопрос это айбады, важно. да, менял, но я сейчас, если ты спросишь, а вот что ты, например, поменял в вопросах айбады, то я не смогу вспомнить что-то за последние там лет 10. Но я могу вспомнить ранее, когда я только начинал интересоваться, там, узнавать, читать. Например, этот же вопрос нарушения омовения когда прикасаешься к женскому полу, просто прикасание. Например, я же был на этом мнении, что омовение нарушается. Но потом я поменял это мнение. И сейчас я, допустим, не на этом мнении. Сейчас я не возобновляю омовение из-за того, что я прикоснулся. То есть такие я могу припомнить моменты, где у меня происходило изменение в моем понимании из-за того, что появлялись новые знания. И, возможно, за последние 10 лет, может быть, что-то есть из каких-то вопросов религиозных, которые я поменял. Но я просто сейчас не припоминаю. Да, в целом понял, Баракалло. А разве смена взглядов и убеждений с возрастом не является признаком развития? Является. Я вообще ничего против этого не имею. Вы просто выдергиваете это из контекста. Там человек мне предъявлял, что я вот раньше был жестким и таким, а вот сейчас я стал другим. И в этом контексте я ему сказал, ты мог бы как бы не свои ощущения, а показать, вот смотри, раньше у тебя были вот такие взгляды, а сейчас у тебя они стали вот такими. То есть показать мне, на что-то указать мог бы ты, и это в этом контексте было сказано. Так я ничего против не имею, чтобы взгляды менялись, чтобы люди развивались, что-то новое узнавали, и в соответствии с этим новым знанием корректировали свои взгляды. Это абсолютно нормально. Ты можешь привести 3 своих взгляда, которые ты скорректировал в процессе развития за эти 10 лет? Нет, к сожалению, я не могу, потому что я не готовился к этому вопросу. Я не могу сказать, что этого нет, и не могу в то же время сказать, что есть. Скорее всего, есть. Скорее всего, что-то я скорректировал. Но вот чтобы прямо сейчас навскидку это вспомнить и сказать, к сожалению, я не помню, не готов. Значит, это не что-то фундаментальное, раз ты не можешь вспомнить. Это не что-то фундаментальное 100%. Конечно, если бы там фундаментально у меня какой-то взгляд изменился, конечно, я бы это и помнил бы, и знал бы. Да, конечно, это не фундаментально. Но наверняка это будут какие-то, может, детали, что-то там второстепенное, мнение о чем-то, или, я не знаю, там, о стране, что такое может быть. Фундаментально, да, ничего не поменялось. Тебе сложно говорить о своих ошибках? Нет, мне не сложно говорить о моих ошибках. Ну, ты, наверное, имеешь в виду публично. Да, мне не сложно говорить публично о моих ошибках. Если я их считаю таковыми, то не проблема. Если же, допустим, ты считаешь, что это была ошибка, а я, например, не считаю, то опять-таки мне несложно будет на эту тему говорить, как бы оспаривать, дискутировать. А так не проблема. Не чувствую никакого дискомфорта от того, что обсуждаю свои ошибки. Мы знаем, что твои проблемы начались из-за бороды. Наверняка в то время твои родственники и близкие говорили тебе ее убрать, и ты не убирал. И вот сейчас
спустя столько времени посмотрел обратно, считаешь ли ты это своей ошибкой? И если вернуть тебя назад, ты бы убрал бороду? Нет, вот как раз в этих вопросах у меня нет никаких сожалений. Я полностью доволен тем, как сложилась моя судьба. Поэтому такие моменты, как бы, здесь я даже в рассуждения не вдаюсь. То есть я готов говорить об ошибках, это когда ты, например, а, то есть это то, что нельзя будет интерпретировать как недовольство предопределением, понимаешь? То есть вот это важный момент здесь. То есть ты можешь совершить ошибку, которую, м, я даже не знаю, как это сформулировать. Короче, это очень опасный момент, это обсуждение прошлого, потому что здесь нельзя ни в коем случае под сомнение ставить вопрос предопределения и тем более как-то быть этим недовольным. Поэтому, когда мы заводим речь о каких-то ошибках, то сразу надо сначала вот этот момент проверять, не будет ли здесь какого-то недовольства предопределением. У меня нет никакого недовольства предопределением, хвала Аллаху. Все очень, я очень рад тому, как это все сложилось. Если ты сожалеешь о своих поступках, это считается недовольством предопределением. Здесь, видите, вопрос такой. Если это речь идет о каких-то грехах твоих, то есть неправильных твоих поступках, то сожаление о них – это правильно, ты должен о них сожалеть. И здесь не будет никакого недовольства предопределением. Но если речь идет о твоем поступке, не являющийся, допустим, грехом, который привел к каким-то последствиям, и ты типа говоришь, если бы я тогда вот так не сделал бы, то меня вот это не постигло бы, то вот это уже момент, когда ты заходишь в вопросы предопределения. Тебя постигло то, что не могло тебя миновать. Поэтому этот момент, он, короче, опасен а, для обсуждения и для рассуждений. Поэтому я готов говорить, обсуждать те ошибки, которые являются грехом, которых я сожалею. Я готов также говорить а, о тех вещах, от которых, допустим, которые у меня не получились, я этого желал, но у меня это не получилось. А вот в результате прошедшего времени я узнал, что это, это оказалось благом. То есть Аллах уберег меня от чего-то. Как, например, когда-то я в ВТБ на работу очень хотел устроиться, там месяц практики, что-то там мутил, в итоге так и не смог туда устроиться из-за конфликта с одними высокопоставленными людьми в республике. И вот я тогда помню, как я сильно по этому поводу переживал, злился. А вот спустя время, когда все эти моменты уже там некоторые религиозные знания появились, оказалось, что Аллах уберег меня от работы в банке, что является запретным в исламе. То есть, альхамдулиллах, хвала Аллаху. И вот такие вот рассуждения, как бы, да, это нормально, я готов к этому. Но вот так, чтобы вот тогда, если бы я не сделал вот это, то вот это бы не произошло, я бы ему... Нет. Со мной все то, что со мной произошло, не могло меня никак миновать. Получается, когда человек грызет себя сожалениями, то он параллельно в этот момент грешит. Это не относится к грехам. То есть надо понимать, если ты, например, сожалеешь о своих грехах, каешься в них, вот это нормально. Ну, так, не то, что нормально, это должно быть. Но вот если ты начинаешь рассуждать в ключе типа вот я это сделал, и поэтому произошло вот то-то, то-то, как будто бы из-за каких-то твоих действий или бездействия дальнейшие сложились обстоятельства, и ты ими как бы недоволен, допустим, то вот тут есть вот эта опасность попасть в
недовольство предопределения. Короче, опасный момент, действительно, лучше здесь не заходить в такие раздумья. При этом, видите, анализировать вещи нужно. Никто не говорит это не анализировать. Нельзя именно недовольным быть. Но, допустим, анализировать, просчитывать какие-то ходы, что ты вот тогда сделал так, и поэтому последовали вот такие-то действия, допустим. А если сделать иначе, то, возможно, последуют другие действия. То есть не в плане недовольства, а в плане возможного исхода при разных действиях. Это как бы другая тема. То есть это чисто анализ. Как, например, мы оцениваем прошлое, войны, которые были, там, приняты какие-то действия и так далее. Мы, например, видим, что какая было сделано какое-то там действие, какой-то закон, например, принят, и он привел к фитне. И вот оценивать, допустим, анализировать, понимать, что вот это вот было ошибкой, это одно. Но а, быть недовольным тем, что произошло, вот это уже как бы недовольство предопределения. Короче, сложная тема, может быть, я это плохо объясняю, потому что я и сам, в принципе, не знаток. Вряд ли могу это объяснить, я сам нуждаюсь в том, чтобы мне это объясняли. Получается, если ты не проявляешь недовольство, типа не корчишь, не коришь настоящее, вот из-за этого все сейчас так, а просто думаешь, что если бы вернуться, то ты бы поступил иначе, в аналогичной ситуации поступишь иначе, так можно? Короче, давайте такой пример приведем. Вот, допустим, ты, не знаю, гаишник тебя останавливает и говорит, так, я думаю, что ты пьяный или там обдолбанный, давай, короче, на медицинское освидетельствование. И ты такой, я отказываюсь от медицинского освидетельствования. Он говорит, окей, отказываешься, а отказ от медицинского освидетельствования равно признание, что ты невменяемый за рулем, и, короче, типа, ты получаешь там последствия. И вот потом ты, допустим, анализируешь и думаешь, так, там нельзя было вот так вот делать. В следующий раз, если у меня остановит мент, я ему скажу, без проблем, давай освидетельствуй. То есть вот это здесь нет проблем. То есть ты урок отсюда вынес, что такое действие отказа от свидетельствования был ошибкой, но ты при этом то, что тебя постигло, ты не проявляешь этому недовольства, ты понимаешь, что это так было предписано, тебя это постигло. Но в то же время ты анализируешь это и понимаешь, что в будущем, ага, в следующий раз меня гаишник тормознет, я с удовольствием скажу, я поеду с тобой в медицинский центр и сдам анализ. То есть вот так вот как бы можно на эту тему рассуждать. Это то, как я эту тему понял.